Роль женщины в современном осетинском обществе. Тема круглого стола в преддверии Международного женского дня. Гости студии говорили о том, сколько испытаний выпало на долю хрупкой осетинской женщины. Это и геноцид осетинского народа 20-го года, Великая Отечественная война, суровые и тяжелые 90-е. Им были не страшны никакие препятствия. Они вынесли все тяготы времени наравне с мужчинами. И я могу только, честное слово, преклонить колено перед подвигом наших женщин. Потому что то, как они вынесли на своих хрупких плечах 90-е годы, это просто уму непостижимо. А ведь в это время надо было не только защищать Родину, надо было не только просто поддерживать нас, мужчин, но надо было и воспитывать детей. Тяжело пришлось прекрасной половине человечества и в 2008 году. Директор хлебокомбината Вадим Схавребов хорошо помнит события августовской войны. Тогда все остались на своих рабочих местах и под обстрелами продолжали печь хлеб. Сегодня, когда мы восстанавливаемся и развиваемся, необходимо создавать женщинам комфортные и благоприятные условия труда, добавил Схавребов. Это одни из самых дорогих людей, которые у нас есть, и, конечно, их роль для нас огромная и значимая. Для них создать дополнительные льготы. Хотя бы 6-часовой рабочий день, 4-часовой рабочий день в пятницу. Все это, конечно, все, что свыше нормы, сделать двукратно оплачиваемым и заносить также в стаж. Уютный дом, дети, внуки, теплые очаги, вкусный ужин – все это семейное благополучие создается благодаря женщине. А потому роль женщины в семье сложно переоценить, добавила директор колледжа Лира Кузаева. Роль женщины, она велика. Начну пока, она многоликая, эта роль. Но самая главная роль – это роль матери, роль жены и роль хранительницы очага. В завершении круглого стола в адрес всех женщин прозвучали самые теплые пожелания и добрые слова. Мне хочется, чтобы рядом с каждой женщиной, не только у нас, в городе, в Осетии, но и во всем мире, был достойный мужчина, который ценил ее, берег ее, как зеницу ока, как продолжателя жизни человеческой. А чтобы мы защищали их только от нехороших мыслей, от нехороших новостей. Чтобы мы их видели всегда счастливыми. Алена Утаева, Аида Кочева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.